الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля-Аллах, Мухаммад Расулуллах». Также наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах увидеть эту награду на своих весах. Дай Аллах, чтобы эти знания, которые мы с вами изучаем, получаем, они принесли нам пользу, как в этом мире, и также, чтобы они свидетельствовали за нас в судный день. Алхамдулилля, по милости Аллаха, продолжаем мы цикл лекций тафсира 30-го джуза. И сегодня мы дошли до суры Аль-Зальзаля. Это 99-я сура, да, которая переводится как «сотрясение». Если посмотреть на это слово «зальзаля», то здесь у нас повторяется две буквы. Это буква «за» и «лям». И когда в арабском слове повторяется одна и та же буква несколько раз, это указывает на повторение этого действия. И в данном случае у нас зальзаля – сотрясение. То есть что-то будет сотрясаться. Не только один раз, а многократно. Многократно. То есть вот это действие, оно будет происходить многократно. И Аллах Субханаху ва Та'аля в первом аяте начинает и говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, иза зульзилатил арду зильзалаха». Когда сотрясется земля сотрясением. И вот это, как я уже сказал, зальзаля, вот эта земля, она будет сотрясаться многократно. Не только один раз, а многократно. И мы знаем, проходили с вами суру Аль-Кариа, да? Вот в этот момент Аллах Субханаху ва Та'аля, когда уже земля будет трястись, сотрясаться, то, что над ней, это пусть будут горы, холмы и все, что возвышено, оно все пропадет. Помните, как мы с вами говорили, то, что даже горы, такие величественные горы, они превратятся в пыль. Это будет очень страшный день. И также от этого сотрясения все, что находится внутри земли, она будет выходить, как Аллах Субханаху ва Та'аля сказал во втором аяте: «Ва ахраджатил арду аthqalaha». Получается, то, что над ней было, сравняется с землей, а то, что находится внутри нее, внутри земли, все выйдет наружу. А внутри земли что у нас находится? Конечно же, это в первую очередь тела людей, те, которые жили до нас, со времен сотворения Адама, алейхиссалям. Также тела животных и драгоценные вещи. Клады, алмазы, золото, все, что было внутри земли, земля выведет наружу. То есть кто-то когда-то, может быть, спрятал, кто-то еще что сделал, да, все вот это Аллах Субханаху ва Та'аля прикажет вывести на землю. И также люди,
люди Аллах Субханаху ва Тааля выведет. И представьте себе, равнина, ничего вокруг нету. И люди будут ходить толпами. То есть, как вот в этом мире люди собираются между собой, так же и там. Люди будут ходить и не знать, куда деваться, как быть, что их ждет вот в этот день. И представьте себе, альхамдулилля, мы еще в нашем городе не видели землетрясения или каких-то вот таких чрезвычайных ситуаций. Но когда вот это происходит, то люди не знают, куда идти, как быть. То есть они просто в потерянном положении. И вот в этот день также будут каждый из нас потерян. Он не будет знать, что его ждет, как быть, куда идти, кто его сможет защитить. И представьте себе, в этот день даже родная мать откажется от ребенка. Почему? Почему? Потому что она тоже будет бояться за себя. То есть вот в этот день уже не будет за тебя заступника. Никого не будет. Ты один. Ты один останешься со своими делами. И вот в этот день люди будут говорить, Аллах Субханаху ва Тааля в 3 аяте говорит, «Вакаля аль-инсану ма лаха». Что произошло? Что с этой землей? Почему она так делает? Почему она трясется? Что происходит? То есть они не будут знать. Человек не будет готов к этому. И он от вот этого безысходности будет потерян. Пойдет в одну сторону, пойдет в другую сторону, в третью, четвертую, и не будет находить себе убежища. Почему? Потому что его не будет. Все. И вот в этом страшном положении люди будут находиться какое-то время. Какое-то время. И представьте себе, вот даже сегодняшний день, если вот в нашем городе начнется вот это землетрясение, хаос, страх, женщины, дети, мужчины не знают, куда идти, как быть. Все. Это очень страшно. И это всего лишь какой-то маленький городок. А представьте себе, там соберутся не просто люди, которые живут на сегодняшний день, это примерно 7 миллиардов людей. Нет. Это от Адама, алейхиссалям, до последнего человека, который родится. Сколько их будет, никому не известно. И вот эта неизвестность человека будет угнетать. И он будет спрашивать, что происходит, куда идти, как быть. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Яумаидин тухаддиту ахбараха». Яумаидин. В тот день. То есть, когда уже люди будут сначала подходить к одному пророку, обращаться к нему, но попроси у Аллаха, чтобы начался этот день, судный день. Он скажет, я не могу. И так люди будут идти к другому пророку, к третьему, четвертому, до тех пор, пока люди не дойдут до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, обратятся к нему, и он сделает сажда. Сажда. Посмотрите. Альхамдулилля, мы с вами мусульмане и можем делать этот вид поклонения. Сажда. Что такое сажда? Земной поклон. Это самое близкое состояние человека к Аллаху Субханаху ва Тааля. Но когда мы делаем вот этот поклон, что у нас в голове?
Представьте себе, мы самое близкое состояние. Мы очень близко находимся к Аллаху. И вот в этот момент мы можем просить все, что угодно. Но, к сожалению, многие из нас на сегодняшний день очень беспечны. Беспечны. Мы в одном ракаате делаем 2 сажда. Получается, мы 34 раза как минимум в день делаем это сажда. Приближаемся к Аллаху. Альхамдулилля. Но вот этот вид поклонения, какой след оставляет у нас в сердце? Почему я задаю этот вопрос? Потому что на сегодняшний день мы приходим, кто-то в мечеть, кто-то дома читает, кто-то на работе, где бы он ни был, он читает этот намаз. Но после намаза, после того, как он оказался рядом с Аллахом, поговорил с Ним, идет и дальше совершает свои мерзкие поступки. Почему? Зачем? Это твой намаз. Ты только что совершил сажда, был рядом с Аллахом, приблизился к Нему, общался с Ним. Что тебе мешает совершать благие дела? Зачем мы опять идем и растаптываем то, что только что сделали? Представьте себе, человек только-только вот построил дом, построил стены. Как? Совершая благие дела. И идет и заново разрушает эту стену. Посмотрите. Так на сегодняшний день не происходит. Человек идет, совершает благое дело, делает сажда, потом уходит и совершает грех. Грех. Может быть, он уже этого и не замечает, когда он что-то говорит, или какой-то договор не до конца выполняет. Вот. Из-за этого мы должны задуматься. Задуматься в этот день, когда пророк Аллаха, любимчик Аллаха, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сделает сажда. И пройдет какое-то время, и тогда Аллах субханаху ва та'аля разрешит ему поднять голову и обратиться к нему. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, попросит Аллаха, чтобы этот день начался. Представьте себе, сколько времени пройдет в страхе, без известности. Сколько люди будут стоять, ждать, ходить, метаться туда-сюда. И все. Когда Аллах субханаху ва та'аля разрешит начать день суда, все люди встанут. Помните, мы с вами говорили? То, что человек не сдвинется со своего места, пока не ответит на 4 вещи. И вот он. Вот этот момент. Вот он, долгожданный час, долгожданный день, где решается твоя судьба. И Аллах субханаху ва та'аля прикажет земле, чтобы она сообщила все новости, которые происходили от начала до конца. Почему? Потому что Аллах субханаху ва та'аля говорит: «Би'анна раббака аухалаха». Аллах субханаху ва та'аля внушит, прикажет этой земле, чтобы она сообщила все, абсолютно все. Представьте себе, человек ходит по этой земле, живет на ней.
Аллах Субханаху ва Тааля нас создал из земли, и каждый из нас вернется вот в эту землю. И вот эта земля, она будет сообщать нам все, что произошло. Если сегодня посмотреть, что пишут в газетах, в телевизоре, интернет, там столько информации, то, что в голову уже не лезет, что происходит. На сегодняшний день люди не находят себе места. Если по-татарски сказать, тынычлык yok, нету спокойствия. Почему? Потому что очень много информации. И вот здесь, вот в этот день земля сообщит обо всем. Представьте себе, все, что происходило. И вот тогда человек будет в шоке. Он будет ждать. Когда Аллах Субханаху ва Тааля разрешит ему что-то сказать, когда это произойдет? Когда до тебя дойдет время, когда ты начнешь отвечать. И до этого момента Аллах Субханаху ва Тааля каждому из нас, каждому человеку раздаст его дневник, его книгу деяний. Представьте себе. Каждый человек будет стоять голый. Он не будет видеть ничего, кроме как себя, только из своей книги. Почему? Потому что он будет перелистывать и читать, перелистывать и читать. И там будет написано все, что человек совершал. Все, что он говорил, абсолютно все. И как мы каждую неделю читаем суру Кахф, да? Там Аллах Субханаху ва Тааля что упоминает? Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Кахф, в 49 аяте: они обнаружили перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. То есть вот в этой книге будет написано все. И задайте себе вопрос. Вот в этом положении, вот в этом состоянии, когда мы будем находиться, какую книгу мы для себя приготовили? Что там написано? Что нас ждет? Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля нам дал выбор. Аллах приготовил нам место в раю, и Аллах приготовил нам место в аду. И каждый из нас увидит это место. Оба места увидим мы. Посмотрите. Кто-то увидит это место один раз и навечно попадет в другое. Так какое место мы для себя приготовили? Вот в этом мире, живя и желая хорошо жить, вкусно кушать, сколько мы сил тратим, времени, имущества, чтобы в вечности жить хорошо, счастливо. Что мы сделали? Сколько мы потратили? Что мы приготовили? Вот этим вопросом мы должны задаваться каждый день. Чего у нас больше? Благих дел или все-таки греховных? Вот в этой книге, вот в этом дневнике, что у нас написано? Потому что иногда бывает такое, то, что мы даже забываем, не замечаем, что мы говорим. Забываем вернуть свой долг. Это твой долг. Относимся к нашему поклонению так, как будто, для галочки. Но это же твое поклонение.
ты заполняешь эту книгу, отнесись к ней более уважительно, более серьезно. Почему сахабы, когда уже начинали брать омовение, их цвет лица изменялся? Почему? И почему наш цвет лица не изменяется? Почему они уже готовились заранее, а мы перед такбиром, да, все, позже перезвоню, отключаем телефон, иногда даже забываем отключить и поставить на бесшумный, и говорим Аллаху Акбар. Где наша подготовка к нашему намазу? Где наша подготовка к нашему поклонению? Нету его. Нету. Почему? Потому что мы все это делаем на автомате. Мы не задумываемся, что, может быть, это наш последний намаз. Может быть, это наше последнее поклонение. Даже вот этот Рамадан, который придет через 3,5 недели, что мы приготовили? Где наша подготовка? Мы знаем то, что дуа постящегося, оно будет принято. Что мы записали? Какие дуа мы приготовили? В чем мы нуждаемся? Видите? На сегодняшний день мы проживаем нашу жизнь, которую Аллах нам отвел. И с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой эта жизнь уменьшается. У нас уменьшается возможность, а мы все-таки каждый день живем в беспечности. Вместо того, чтобы становиться лучше, изучать религию, готовиться к встрече с Аллахом, мы наоборот хотим еще больше урвать из этой жизни, больше заработать. Зачем? Надо тебе это? И Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Яумаидин яздурун насу аштатан лиюрау а'малахум». В тот день, то есть судный день, выйдут люди толпами, чтобы им было показано их деяние. Представьте себе свитки. Свитки вот эти, насколько они будут большими. Если мы в течение дня будем записывать каждое свое дело, каждое сказанное свое слово, сколько это займет тетрадей. Это жизнь. Жизнь, которую человек проживает. И вот здесь, когда мы увидим деяния наши, каждый будет думать: все, я пропал. Почему? Потому что мы не готовимся к встрече с Аллахом. На сегодняшний день мы больше переживаем за наше положение вот в этом мире. Ну давайте наконец-то поймем то, что вот этот мир, он временный. Все, что здесь есть, оно останется здесь. И те сказанные дела и сделанные слова только пойдут с нами. Я не говорю то, что не надо жить вот в этом мире. Надо жить, ставить планы. Но надо задаться вопросом: то, что вот ты хочешь, оно тебе какую пользу принесет? Зачем оно тебе? Вот о чем мы должны задуматься. И дальше Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. И кто совершил на вес пылинку благое, увидит его. И кто совершил на вес пылинку зло, тоже увидит его. Смотрите. Когда человек что-то совершает, может быть, это греховное, или может быть что-то плохое, и когда люди видят, он стесняется этого. В первое время стесняется. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля нас так создал, то, что мы стесняемся совершать греховные дела. Но, совершив это раз, 2, 3, 10, уже вот это стеснение пропадает. И это все относится к маленьким греховным делам. И мы должны понять одну вещь. Когда человек уже не стесняется совершать греховные дела, то он уже переходит к более большим. И человек вот в этот день увидит каждое маленькое дело, которое он совершил. Иногда бывает такое, то, что ну что это, маленькое, какой-то маленький грех всего лишь. Человек, он как бы ищет себе оправдание. Ну ладно, маленький грех. Аллах Субханаху ва Тааля простит. Он же прощающий. Возможно. Но если мы на каждое дело будем так смотреть с легкостью, то вот это маленькое дело, в конце концов, оно обретет таких размеров, то, что нам мало не покажется. И также наоборот, бывает такое, то, что мы на маленькое благое дело смотрим с легкостью. Ладно, ну что это такое? Это же мелочь. Выйти, например, убрать с дома Аллаха снег. 5 минут всего лишь. Кто не может? Можем, но мы куда торопимся. Мы куда-то бежим. Да ладно, вон там, это ж снег растает скоро. Но мы должны понять одну вещь. Именно вот с этих маленьких вещей образуются большие вещи. Посмотрите, дом как строится. Сразу коробку ставят? Нет, по кирпичику. А богатые люди, у них сразу такие состояния, что ли? Нет. Они начинают с нуля, с мелочи. Из-за этого мы тоже должны обращать внимание на то, когда у нас появляется возможность совершить благое дело, пусть оно будет маленьким. Может кто-то говорит, что вот садака надо положить. Ну что у меня там в кармане 10 рублей всего лишь. Да, брат, вот это и есть благое дело. Отдаешь ты ради Аллаха вот эти 10 рублей и получаешь больше. И в следующий раз то же самое. И ты даже не замечаешь то, что Аллах Субханаху ва Тааля приумножает твое богатство, как в этом мире, так и в ахирате. А мы на это смотрим легко. То же самое чтение Корана. Думаю, ладно уж, сегодня я вот 2 строчки не почитаю, завтра почитаю. И так мы каждый день себя завтраками кормим. И вспомните хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Одно маленькое дело, маленькое, оно лучше. Когда, в каком случае? Если оно будет продолжительным.
продолжительным, чем одно большое дело. И вот здесь то же самое, в судный день, дорогие мои братья, мы увидим каждую вещь, каждую мелочь, каждое сказанное слово. Так когда мы открываем свой рот, задумайся, вот это твое слово, как оно к тебе придет? Заступаться будет за тебя или наоборот? И так же дела. Из-за этого пусть каждый из нас задумается. И посмотрите, мы уже, пройдя всего лишь 15-16 сур, уже сколько сур Аллах Субханаху ва Тааля посвятил именно судному дню. Именно то, что у нас будет расчет. Почему это все происходит? Почему Аллах Субханаху ва Тааля нам дает возможность задуматься, а мы не думаем. Мы не задумываемся. Почему? Почему мы не размышляем над книгами Аллаха, над Его словами? Что нам мешает? Что нам еще надо? Из-за этого пусть каждый из нас готовится к встрече с Аллахом. Пусть каждый из нас сделает себе отчет. И пусть постарается каждый из нас, как только у него появилась возможность, пусть это будет маленькая, чтобы совершить благое дело, цепляется за это. Потому что, может быть, именно вот это дело ему поможет в судный день. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам наши грехи и сделает так, чтобы, получив нашу книгу деяний, мы обрадовались и оказались с нашим любимым пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, в райских садах Фирдаус. Субханаллах ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху